Сегодня у нас в гостях человек, которого не нужно представлять, потому что уже последние, наверное, года 3 или 4 даже, да? Говорим «Горная Абхазия», подразумеваем Тенгу-Тарба наоборот. Тема сегодняшней лекции – Горная Абхазия, территория ответственных действий. Такое несколько вводящее в ступор и замешательство название. Я думаю, что наш сегодняшний гость нам обязательно объяснит, что же такое, как нам нужно себя вести в горах, для того, чтобы всем было приятнее жить на этой земле. Спасибо, Тенгу. Уступаем место. Спасибо, что пришли сегодня. Спасибо культурной площадке «Склад» за возможность выступить перед вами. Итак, тема нашей сегодняшней презентации — Горная Абхазия, территория ответственных действий. Как вы все знаете, 70% территории Абхазии — это горы и предгорья. И, пожалуй, самая важная причина, по которой Горная Абхазия является территорией ответственных действий, это ее хрупкая экосистема. Один из самых частых вопросов, которые мне задают, это возможность создания в горах Абхазии горнолыжного курорта, крупного горного кластера наподобие Красной Поляны. И мы с вами должны понимать, что строительство таких масштабов, безусловно, вызовет серьезные изменения горного ландшафта, что в свою очередь, по мнению экологов, повлечет сход огромных грязеселевых потоков, которые будут разрушительно воздействовать на горные долины. Еще один пример хрупкости экосистемы Абхазии. К сожалению, в обществе не так часто мы слышим эту тему, не так часто она обсуждается, но при этом это совершенно реальные риски, это проекты, которые вполне могли бы быть осуществлены в Абхазии. Это горно-рудное производство. И приведу вам пример. Допустим, все-таки принимается решение о том, что мы начинаем горно-рудное производство в районе перевала Аданга. Там же находятся башкапсарские рудники, древние башкапсарские рудники, которым более 5000 лет. Так вот, в случае горно-рудного производства там и в случае, если будет добываться медь в этих местах, опять-таки, по мнению экологов, это повлечет за собой выброс огромного количества таких опасных элементов, как ртуть, как цинк, как мышьяк. И мы должны понимать, что масштаб катастрофы будет огромным. Все русло реки Бзыбь будет отравлено. То есть мы получим экологическую катастрофу в масштабах всей нашей страны. Еще один важный пример – это Бзыбские и Гагарские хребты. Они являются одним из мощнейших карстовых районов в мире, фактически имеют статус водных территорий международного значения, представляют собой ценность как источник чистейшей пресной воды. И, собственно говоря, очень часто звучит мнение о том, что именно на Гагарском хребте нужно строить эти горнолыжные курорты. Стоит также заметить, что Гагарский хребет и Бзыбский хребет являются центром мировой спелеологии. И вот за исключением ФАТа, СМЫР и всех спелеологов, я хочу спросить, кто из вас знает, какая на сегодняшний день самая глубокая пещера в мире? Крубера, да? Вот. Неправильно. Можно следующий слайд. На сегодняшний день самой глубокой пещерой в мире, тоже находящейся в Абхазии, является пещерная система Веревкина. Это совершенно недавно произошло. По-моему, месяца 3 назад спелеологи смогли опуститься глубже, и таким образом, как я уже говорил, сегодня глубочайшей пещерой мира является пещерная система Веревкина. Далее следуют 4 остальные пещеры. Это пещера Крубера, также находящаяся в Абхазии, Сарма, Снежная, на 10-м месте Пантюхинская, тоже Абхазия, 31-е место Илюхина, 38-е место Московская. Мне бы хотелось, безусловно, начать со слов благодарности к тем спелеологам, которые уже на протяжении более 40 лет занимаются исследованием горных пещер Абхазии, и благодаря именно их титаническому труду мы сегодня можем говорить об Абхазии как о центре мировой спелеологии. Но, с другой стороны, нельзя не заметить то, что эти названия глубочайших пещер в мире не несут в себе никакой информации о том, в каком месте они находятся. И для меня это свидетельство того, как мы, находясь рядом с уникальными местами, к сожалению, недостаточно тесно с ними взаимодействуем, недостаточно тесно взаимодействуем
даже с теми людьми, которые занимаются изучением этих пещер. Эта тема не совсем относится как бы к хрупкости экологической системы, но в целом она имеет важное значение для нас с вами, для нашего общего понимания о том, как уникальна Горная Абхазия. Еще один немаловажный момент. По сути, все основные туристические объекты Абхазии находятся в горах. Самым посещаемым туристическим объектом является озеро Рица. И основные экологические проблемы, которые сегодня есть у озера Рица, это не проблемы, связанные с тем большим потоком туристов, которые посещают ее в летний сезон ежедневно, а это проблемы, связанные в первую очередь с нами. На сегодняшний день озеро Рица заболачивается, а его дно покрыто строительным мусором. И это не мои слова. 2 года назад вот эту озабоченность высказал директор национального парка Рита Лолова. Определенные экологические проблемы также есть и у Новоафонской пещеры. Крайне необходимо нам, фонду «Горная Абхазия», общественности, активным людям формировать вот это отношение к экологии, понимать, что на сегодняшний день экологические вопросы, они на одном уровне с военной безопасностью, на одном уровне с самыми острыми политическими вопросами. Но, к сожалению, пока мы этого не осознаем. Хотя уже, так скажем, с другого фронта экологического эта опасность стала нам абсолютно понятной, и мы стараемся каким-то образом предотвратить проблемы, связанные с амшитовой огневкой, связанные вот сегодня с мраморным клопом. Но по сути это вот, к сожалению, относится к одному и тому же вопросу. К вопросу о том, что мы недостаточно серьезно все это время относились к экологии нашей страны. И мне бы очень хотелось, чтобы со временем наше общество, наше государство, наш ответственный бизнес, так скажем, они стали больше внимания уделять вопросам экологии Абхазии. Еще один немаловажный фактор, по которому Горная Абхазия является территорией ответственных действий, это особое отношение к горам Абхазии. Ментальная граница прибрежного и горного мира проходила всегда. Абхазы считали горные пространства священными. Мы можем смотреть на этот путь с религиозной или научной позиции и увидим, что принятие знаний этой практически исчезнувшей культуры только поможет нам лучше понять, каким должен быть наш путь сосуществования с этой землей. Мы, понимаете, вот этот процесс взаимодействия человека, живущего в горах, с природой, каждое действие человека, находящегося в горах, имело особое значение. Неважно, он шел за водой или ему нужно было нарубить дров, развести костер, приготовить пищу. По сути, все эти действия являлись общением с божественной силой. Горное пространство воспринималось как живое пространство. И, соответственно, нам ни в коем случае нельзя забывать об этом, нельзя забывать о том, какими были древние традиции абхазов. В горах нельзя было сквернословить, громко говорить, нельзя было оголять свое тело. Когда охотник и пастух поднимались в горы, они переходили на так называемый лесной язык, язык, который был, по их мнению, более созвучен с природой. Древние традиции являются собой образ жизни, в основе которого уважительное отношение к природе. Эти традиции и правила поведения появились в результате многих веков сосуществования человека с природой. Самый правильный путь – это прислушаться к опыту наших предков и при решении современных вопросов опираться на него. Может быть, многим из вас известен пример, когда мужчина шел в лес нарубить дров, срубить дерево, он прятал топор от других деревьев. Или, допустим, еще один пример, когда, если человек погибал в горах, считалось необходимым его тело обязательно спустить. И был специальный такой обряд возвращения души, который проводился в том месте, где человек погиб. Также ни в коем случае нельзя было подниматься в горы в трауре. И вообще вот горное пространство воспринималось как такое нечто чистое, божественное, и человек максимально должен был очистить свой разум, и его поступки должны были быть такими, чтобы не осквернить эту территорию. Еще один такой вопрос, который часто звучит, который часто мне пишут в комментариях к фотографиям.
необходимо оставить нетронутыми эти территории. И там дословно сюда не должна ступать нога человека. Оставьте горное пространство в покое. Отчасти это, безусловно, правда. В Абхазии до сих пор сохранились святилища, к которым у нас особое отношение, и не каждый имеет право находиться в этих местах. Но, с другой стороны, те люди, которые об этом говорят, они забывают, плохо помнят свою историю. 150 лет назад в горах Абхазии было более 100 сел. Но на сегодняшний день, к сожалению, настоящее горное село у нас осталось, пожалуй, единственное. Это горное село Псху, в котором сейчас проживает 140 человек. Поэтому, когда мы говорим о горном пространстве, мы не должны забывать вот этого вот состояния того, что это наш дом. Что я подразумеваю? Это не только села, не только дома, но это само ощущение. Дело в том, что сейчас, допустим, если приходит зима, горное пространство для нас становятся закрытыми. Даже то самое село Псху, оно на какой-то период остается в полной блокаде, так скажем, снежной, и существует само по себе. Но дело в том, что если обратиться к Шалу Денисовичу Иналапа, он в своей книге пишет о том, что у абхазов были лыжи, были специальные комуса для того, чтобы можно было передвигаться по горам, были снегоступы, и даже была так называемая охотничья лопата. По сути, это сегодня она называется лавинная лопата. Она исполняла все те же самые функции. Это была лопата из дерева, она была облегченная, нужна была только для того, чтобы работать со снегом. Это на самом деле очень важно, потому что вот все эти предметы говорят о том, как хорошо мы знали горные пространства и как комфортно мы себя в них чувствовали. И еще один важный момент. Мы должны для себя принять то, что мы находимся, по сути, в начале пути познания. То есть мы должны принять следующий факт. На самом деле огромный пласт знаний, который формировал нашу традицию, нашу культуру, наш язык, он утерян. И, к сожалению, утерян безвозвратно. А те традиции, и как раз-таки те традиции, которые сегодня сохранились, говорят о том, что они являются всего лишь осколками той уникальной культуры, которая исчезла. И поэтому, начиная этот новый путь познания Горной Абхазии, очень важно, чтобы наше возвращение в горы было осознанным, чтобы мы осознавали эту ответственность на себе. Что я подразумеваю под осознанным возвращением? Я надеюсь, кстати, после презентации вы меня дополните. Вот я здесь вижу ребят, Стас Коцба, Фацмыр, Николай Медвенский, да, тоже здесь. Я надеюсь, что это будет дискуссия, будут вопросы, ответы. Так вот, осознанное возвращение. Безусловно, то, о чем уже говорил, это заинтересованность в сохранении природы, в первую очередь. Следующее – это туризм, это стратегия развития горного туризма. Исследовательская деятельность, о которой я сейчас скажу, возрождение скотоводства, возрождение древних традиций охотников. Изучение горных пространств должно стать основой воспитания молодого поколения. Горы несут в себе огромную мотивирующую силу созидания. Пространства, которые могут вдохновить не одно поколение сегодня, остаются незамеченными. Занимаясь исследовательской деятельностью, мы можем обрести знания о древней истории, будем способствовать сохранению уникальных природных объектов, можем познавать горные пространства, делиться этими знаниями со всем миром. Для возрождения утерянных знаний, для создания экологических механизмов, для формирования образа новой Абхазии работы хватит не одному поколению. И эта деятельность крайне важная составляющая устойчивого развития Абхазии. Безусловно, археологические работы, это изучение древних стоянок человека, невероятно интересная тема. И на сегодняшний день в Абхазии недостаточно специалистов для того, чтобы в полной мере раскрыть эту тему, для того, чтобы в полной мере изучить все интересующие нас вопросы. И сейчас мы обращаемся к специалистам из России. И вот буквально 2 месяца назад фондом «Горная Абхазия» и Русским географическим обществом было подписано соглашение, в рамках которого нам будет оказана экспертная помощь. Но при этом мне бы очень хотелось, чтобы вот вместе с реализацией этих проектов появлялись специалисты из Абхазии, чтобы мы сами были в состоянии проводить такие сложные исследовательские экспедиции. А еще один пример такой деятельности в горах Абхазии – это поисковое движение. Сегодня, точнее не сегодня, а уже много лет этим занимается Николай Медвенский. Вот с недавнего времени присоединился к нему и я.
И год назад по поручению президента впервые была организована такая крупная экспедиция большая, которую поддержало, кстати, поисковое движение России. И без них нам было бы очень тяжело реализовать этот проект. Нас поддержала Академия наук России. В результате этой экспедиции 33 останка советских солдат были торжественно захоронены в селе Псху. Вообще, конечно, к сожалению, на сегодняшний день все еще в Абхазии много людей, которые не знают того, что во время Второй мировой войны в горах Абхазии шли ожесточенные бои. И тысячи советских солдат отдали свои жизни за то, чтобы не пустить врага в наши города. И этим самым они предотвратили еще большие жертвы. И так получилось, так сложилось, что, к сожалению, вот эти тысячи героев, они сегодня не захоронены. Они лежат там на перевалах Санчера, Кулхор, Марух, лежат забытыми. Стратегия развития горного туризма. Ну, тема туризма как таковая. Безусловно, кстати, вот сегодня я читал новости, президент говорил о необходимости создания круглогодичного туристического сезона. Дело в том, что именно горы будут способствовать тому, чтобы создать в Абхазии круглогодичный туристический сезон. Я чуть позже скажу о видении фонда, о том, каким должно быть развитие туризма. Так вот, еще один немаловажный фактор: в отличие от всех тех тем, которые были перечислены, туризм несет в себе еще и, безусловно, вот эту коммерческую составляющую, благодаря которой он в состоянии сам вытянуть большое количество важных инфраструктурных проектов. И для того, чтобы эти бизнес-модели были успешными на международном рынке туризма, необходимо создание уникального туристического лица. Этого требуют базовые правила маркетинга. Когда я говорю об уникальном туристическом лице, я имею в виду в первую очередь наши традиции, я говорю об развитии этнотуризма и так далее. Результатом работы абхазских международных экспертов может стать создание такой стратегии развития туризма, которая будет способствовать сохранению традиций и природы Абхазии, будет учитывать правила поведения и предпочтения абхазского общества. Альтернативой крупным горным кластерам может стать развитие сети круглогодичных туристических баз в горах Абхазии. Следующий слайд, пожалуйста. И далее я привожу в пример те направления, в которых мы можем развиваться. Летом это трекинг. У Абхазии большое количество пешеходных маршрутов, так называемый трекинг или хайкинг, международное название, которые, по сути, не имеют категории сложности и при этом являются очень насыщенными, интересными. Это могут быть и 7-дневные маршруты, и однодневные, какие угодно. Также рафтинг, который сегодня развивается в Абхазии, джипинг, каньонинг, тема менее развитая, но от этого не менее интересная. Кейвинг — это, собственно говоря, спелеотуризм. И вот тут, конечно, я не являюсь спелеологом, я был в нескольких пещерах, и это, наверное, скорее вопрос к моим друзьям, спелеологам, но, безусловно, Абхазия является таким подземным Эверестом. Это уникальный, Гагарский хребет, возвращаясь к нему, и Бзыбский хребет — это уникальные места. И, может быть, в экспертном сообществе стоило бы обсудить то, каким может быть развитие спелеотуризма в Абхазии. Потому что на сегодняшний день, по сути, ведутся только исследовательские работы. Приезжают специалисты, они проводят определенные работы, очень важные, безусловно, и сдают эти работы в Комитет по экологии. Далее зимнее направление — это ски-тур. Для тех, кто не знает, это, в общем-то, то же самое, что трекинг, только с лыжами. Хелиски — это уже на вертолетах. Вот, кстати, интересная тема хелиски. Хелиски, например, развитие хелиски может способствовать развитию малой авиации в Абхазии. То есть этих вылетов будет достаточно для того, чтобы иметь гражданскую авиацию. На сегодняшний день, к сожалению, если мы получим, допустим, какое-то количество вертолетов, но их нужно обеспечивать, их, во-первых, нужно купить, они все очень дорогие, да? Но вот хелиски — это тот самый пример того, как туризм может нам помогать развивать важные инфраструктурные проекты. Сноукросс — это снегоходы, такая тема неоднозначная, но, собственно говоря, тоже достаточно интересная. Неоднозначная, я вам скажу почему. Потому что от снегоходов, в отличие от всех остальных перечисленных направлений, есть определенный шум.
И если этих снегоходов, допустим, горных снегоходов много, то они могут, безусловно, влиять на тех же медведей, которые там зимуют, да. Поэтому вот к этому направлению отношение неоднозначное. Но, в принципе, все перечисленные направления имеют минимальное воздействие на горное пространство. И, как я уже сказал, вот идея фонда в том, чтобы продвигать строительство сети горных баз. У нас по международным стандартам через каждые 8 километров должны быть такие небольшие туристические домики, где в случае необходимости человек может провести время, отдохнуть или вызвать спасательную службу. Но также уже вместе с экологами можно было бы определить, где могут находиться более крупные базы, на которых в свою очередь располагались спасатели, располагались бы службы лавинной безопасности, метеорологи. И по сути мы опять-таки возвращаемся к той теме, что туризм, безусловно, поэтапно, не сразу, сможет вытянуть создание очень важных вот этих вот направлений, создание новых рабочих мест и создание новых специальностей, которые нам необходимы и которые нами утеряны, кстати, да, все-таки, потому что, безусловно, эти знания у нас тоже были. Опять-таки, именно туризм, летний туризм, он может за собой способен потянуть за собой возрождение и скотоводчества, потому что на сегодняшний день на наших глазах мы видим, как горные долины покидают люди. И это вот даже вот за те 6 лет деятельности фонда «Горная Абхазия», которую мы осуществляем, вот, мы видим, как эти долины покидают люди. Даже уже на самой Аватхаре, которая на самом деле место не такое отдаленное и посещаемое, даже в этих местах пастухи уходят оттуда. И вот туризм мог бы стать таким подспорьем для возрождения пастушества. Собственно говоря, здесь были перечислены все причины, по которым Горная Абхазия является территорией ответственных действий. И вот благодаря вот таким ответственным действиям, как мне кажется, результатом таких ответственных действий станет развитие круглогодичного туризма, сохранение уникальной природы. То есть, вот смотрите, мы получаем механизмы, которые будут заинтересованы в сохранении природы. Они будут заинтересованы в создании новых рабочих мест, создании новых специальностей, увеличение, и это за собой, безусловно, повлечет увеличение доходной части бюджета нашей страны. И тоже немаловажный фактор, именно туризм может способствовать, то есть он, конечно, такая вот, может быть, для кого-то звучит как бы нелогично, но с другой стороны, вот эта коммерческая составляющая в нашем сегодняшнем мире, она позволит нам создавать реальные проекты во всех этих направлениях. И в том числе будет способствовать возрождению наших традиций, древних традиций. Вот таким на сегодняшний день я вижу осознанное возвращение в горы Абхазии. И это я имел в виду, когда говорил, что Горная Абхазия – это территория ответственных действий. Спасибо. Если есть вопросы или есть какие-то дополнения, я был бы рад от вас их услышать. Сегодня мы находимся живем в таком мире, где постоянно конкуренция существует. Мы очень любим Абхазию, потому что мы ее знаем, хотя чем больше я знакомлюсь с тобой и знаком о тех местах, знакомлюсь с теми местами, которые ты посещал, я понимаю, я очень мало знаю о Горной Абхазии. Но у нас есть уникальная возможность сейчас как раз-таки создать эту конкурентную среду, которая будет основываться на том мировом опыте, который существует. Потому что сегодня мир пришел к выводу и понимает прекрасно, что просто пользоваться теми ресурсами, которые предоставляет природа, не хватает. Нужно создавать такую среду, которая даст возможность развиваться дальше, чтобы это было что-то устойчивое, потому что мы живем сегодня, но если мы хотим, чтобы наша земля процветала, нам надо задуматься о том, что будет происходить завтра. И сегодня непочатый край опыта и экспертов, которые, в принципе, очень хорошо знают о том, как этим можно пользоваться. И мне нравится посыл того, что нам нужно к этому подходить со стратегическим подходом. Мы должны понимать, что это что-то, что не произойдет сегодня-завтра, но мы можем заложить очень хорошую платформу к тому, чтобы это развивалось, двигалось вперед. И вот
именно таким подходом, как популяризируя это и говоря о том, что нам не нужно закрывать это и делать это территорией, куда никто не может возвращаться, а как раз таки исследовать ее, но подходить к этому правильно. Мне кажется, вот это то, что должно быть основой этого движения. И вообще, я думаю, меня очень вдохновляют подобного рода действия, которые проходят. И я думаю, что чем больше людей будет как раз таки знать об этом, тем лучше и более эффективно это будет двигаться, потому что это действительно то достояние национальное, которое сегодня есть у нас в Абхазии, и мы все должны иметь определенную позицию в этом отношении, мы все должны быть не безразличными к этому вопросу. И спасибо тебе большое, что ты как раз таки тот человек, который этим занимается, и мне очень нравится, что ты уже 6 лет этим занимаешься, и видно, как ты больше и больше узнаешь, и как ты всегда готов меняться и прислушиваться к мнениям других людей, которые этим занимаются. Так что я думаю, что у Горной Абхазии очень большое будущее. Я согласен со всеми фактами, которые приводил сегодня Тенгизтарба, но оценка этих фактов, она далеко не однозначна. По свидетельству тех людей, которые застали Новоконскую пещеру до ее интеграции для туристов, до ее оборудования, в ней осталось примерно около 30% от тех красот, от тех той натечки, которая была. В процессе ее адаптации для туризма примерно 70% этих вещей было утрачено. Я не хочу фантазировать, я не один день, не один год участвую в экспедициях, которые занимаются исследованием этой пещеры и других. Это один пример. Процесс того, что у нас на территории Рицинского заповедника уменьшается количество скотоводства, которое ты говорил в районе Пыфа, так? Это территория Рицинского нацпарка. Слава богу, там эндемические растения. То есть, может быть, не надо его там возрождать, может его возрождать где-нибудь в других местах, где нету вот этих уникальных там дицаны парадокса там, и других этих колокольчиков. Я сейчас не ботаник, я могу ошибиться в терминах. По пещерам каждое воздействие на нее, это настолько уникальная среда, каждое воздействие, оно несет необратимый вред. А адаптация пещеры под туризм, это уже невосполнимая утрата для него. Какими-то, возможно, надо поступиться, какими-то, но пусть это будет ограниченное количество. Пусть это будут те пещеры, в которых меньше каких-то эндемических троглобионтов, которые не встречаются больше нигде в мире. Я знаю одного человека, он на основе абхазского материала 8 новых видов только открыл, только пещерных этих видов насекомых. Мы оказываемся зажатыми как бы между двумя великолепными и очень соблазнительными идеями. С одной стороны, возрождать, развивать, давать направление. С другой стороны, сохранять. Вот это второе гораздо сложнее. С другой стороны, мы как бы теряем базовые знания или основы отгонного скотоводства. А это традиционное наш вид хозяйства. И мы теряем навыки, мы теряем какие-то легенды, мифы, то есть фольклор, связанный с этим. То есть это целый тоже комплекс, такой вот огромный пласт культуры абхазов, который мы теряем. Прежде чем вообще разбирать эти вопросы, обсуждать эти вопросы, нам, видимо, нужно очень прямо совсем очень. Особенно учитывая то, что у нас всего 8700 квадратных километров территории. Это совсем капелька. И поэтому продумывать каждый наш, даже не шага, полшага, будет очень сложно. И, наверное, как сказал Стас, может быть, где-то поступиться чем-то, но какой-то участок, допустим, там уникальный Лук-Дзюха, сохранить и вообще туда не пускать никого, действительно никого не пускать, пусть развивается так, как ему положено природой. А где-то в другом месте развивать какой-то вид туризма. Мне кажется, я так к этому отношусь. Если общество будет ставить этот вопрос всегда основным, то есть и предъявлять его политикам, предъявлять его государственным структурам, то и государственные структуры по-другому начнут к нему относиться, потому что на сегодняшний день эти вопросы не звучали.
Если мы перечислим острые вопросы, как бы экологии там не будет в принципе, развития горного туризма там не будет в принципе. Что-то я не помню, когда были дискуссии между, там, допустим, кандидатами в президенты или в депутаты парламента, чтобы один из тех вопросов, которые я здесь озвучивал, звучали. Единственное, что звучит, это добывать или не добывать нефть. На этом как бы тема закрывается экологии. Поэтому вот такие проекты, такие встречи с вами и те проекты, которые мы реализовываем, и те телевизионные передачи, которые мы снимаем и показываем на абхазском телевидении, они направлены на то, чтобы как бы вот поднять эти темы, сделать их актуальными. Как ты сказал, значит, развитие туризма, оно способно повлиять свой инфраструктурные, значит, изменения, инфраструктуру вообще подтянуть. В частности, например, Хелиски может послужить толчком для развития гражданской авиации, ну и подобные примеры, да. Так вот, мне кажется, что поскольку вообще общая тенденция твоих рассуждений, она, значит, предполагает как бы такой щадящий туризм, да, развитие щадящего туризма, который вот не сильно скажется на ландшафте, на горных, значит, традициях, духах и прочем, то в таком случае, значит, инфраструктура кажется необходимая уже изначально для запуска вообще какого-то туризма, она кажется слишком дорогой. И может получиться нерентабельно. То есть мы потратим очень много на то, чтобы не сильно развивать туризм, чтобы не повредить всему тому, что ты говоришь. Таким образом, это будет просто нерентабельно. Какой экономический смысл в общем, вот такого подхода? Да, спасибо за вопрос. Но дело в том, что я, безусловно, изучал экономическую часть, хотя, опять-таки, я за то, чтобы окончательные решения принимались после дискуссии, после обсуждения среди экспертов. Так вот, допустим, ты привел пример Хелиски. Уже запущены проекты Апсны Хелиски, которые, их цифры, как бы, они вывешены на сайте, 45 тысяч рублей за 2 часа полета с человека. Приезжает группа с Красной Поляны из 30 человек, и вертолет Ми-8 забрасывает сначала одну группу из 15 человек, потом вторую. И таким образом можно посчитать, что и делает 4 спуска. То есть в течение 2 часов зарабатывается около 2 миллионов рублей одним вертолетом. При этом мы говорим о том, что все эксперты говорят о том, что для Хелиски, для скитура Абхазия опять снова это слово уникально. И тот же Бзыбский хребет и Гагарский, вот из-за этого особого такого рельефа, да, местности, там меньше лавинных сходов. У нас уникальный субтропический снег, который есть только в 3 местах в мире. И так далее, и так далее. То есть у нас есть определенные преимущества на международном туристическом рынке. И я говорю о тех инфраструктурных проектах, как раз которые будут выгодны нам. То есть нам будет выгодно их развивать, мы не уйдем в минус. И строительство небольших туристических баз, которые там будут построены по принципу зеленого строительства и которые будут при помощи экологов, будет понятно, допустим, сколько в том или ином районе можно разместить людей, не навредив экологии, не нанеся ей серьезного ущерба. То есть вот это все, безусловно, выгодно, понимаешь? Я говорю только как... Но, безусловно, нужно еще прорабатывать эти вопросы о проектах, которые будут нам выгодны. Потому что когда у нас будет скитур, когда у нас будет Хелиски, когда будут люди ходить на снегоступах, да даже просто, когда мы сделаем одну единственную дорогу безопасной, да, вот на сегодня на Аватхару, и сможем туда поднимать людей, то мы сможем открыть, государство сможет открыть, ну, восстановить пансионат Аватхара. Возможно, появятся еще какие-то туристические объекты за пределами национального парка. И таким образом, как вот они приезжают летом на пляж, зимой они будут приезжать в горы. Я уверен, пол Абхазии с удовольствием поедет со своими детьми в горы Абхазии зимой. Ну, мы себе поставили в задачу, я надеюсь, у нас получится реализовать 2 основные экспедиции у нас на сегодняшний день. Летом. Это, значит, поисковая экспедиция в район Санчеры, то есть спуск останков советских воинов, как я уже говорил. Но также мы надеемся реализовать экспедицию в район Клухора и Маруха. Я надеюсь, что у нас получится реализовать большую международную археологическую экспедицию. Скорее всего, но это будет решать Министерство экологии, Министерство культуры, либо в район перевала Химса, либо к горному массиву Дзыхла.
Вот, и к этому подключится и Академия наук России, и Русское географическое общество. В общем, опять-таки, сейчас вопрос финансирования. Мы над этим работаем, и если получится, в этом году мы сможем реализовать большие проекты. Также мы бы очень хотели реализовать большой проект, связанный с Горной Абхазией зимой. Вот 3 года назад мы реализовали первые зимние экспедиции, 2 года назад провели за долгое время первую зимовку в горах Абхазии. Но по сути я считаю, что эта тема еще не раскрыта, недостаточно раскрыта. Я надеюсь, что со временем мы эти проекты тоже... Ну, в общем-то, планов много. Это такое... Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо.